Рожки до ножки. Жители деревни Кундашлы Балтачевского района жалуются на останки крупнорогатого скота, которые попадаются на каждом шагу. С их слов, хозяин фермы, которая занималась разведением сельхозживотных, не довозил туши до скотомогильника, а якобы сбрасывал куда придется. Наш корреспондент Радмир Азнабаев разбирался в ситуации. Вот, пожалуйста, шкура сброшенная коров. Вот останки вот от головы. Совхоз умер, и на его месте появилось настоящее кладбище домашних животных. Останки крупнорогатого скота жители замечают уже не один год по всей деревне, а следы ведут к бывшей ферме, где разводили коров. Действительно, вблизи уже бывшего совхоза, отойдя вот как мы сейчас на 50 метров, можем заметить уже остатки крупнорогатого скота. Это вот копыта, кости, а вот там протекает река, где до сих пор лежат остатки шкур. Там была яма начала, и вот они до сюда дошли водой. Вот эти кишки были сброшены и чуть навоз перекрывало. Здесь вот таких море. С первой половины прошлого века в деревне Кундашлы существовал большой совхоз. В конце нулевых он обанкротился, и бразды правления фермы взяла в свои руки компания «Мотор». В 2020 году частник решил закрыть бизнес из-за нерентабельности, а сельчане, в том числе и бывшие работники фермы, начали жаловаться во все инстанции. Я правильно понимаю, пока люди работали, пока были рабочие места, все молчали, а когда вот все, уже... Ну, молчали-то молчали, люди как люди работали, они молчали, сейчас могут молчать. Но я не могу дышать здесь. Хоть я не рабочий, я не могу дышать. Иногда, когда жара, здесь невозможно. Вонь, а ветер-то дует. И на деревню. Сам же бизнесмен уверяет, все туши отправлялись в скотомогильник, и к останкам парнокопытных он отношения не имеет. Это якобы осталось еще от прошлых хозяев. К тому же и результаты проверок, с его слов, показали, что нарушений со стороны организации нет. Здесь было порядка 15 проверок. Здесь все структуры были, ничего не обнаружили. Я думаю, вам надо услышать второе мнение. Да, конечно, но безусловно, но почему-то вот действительно шкуры, телята, обратите внимание, здание старое. Может, там животное пошло, упало и так далее. Извините, я не занимаюсь эксгумацией. У меня есть учет. Слова генерального директора сельхозпредприятия подтверждает и в администрации Балтачевского района. С ревизией приезжали эксперты Россельхознадзора, ветнадзора, ветеринарной службы и даже прокуратуры. Местные власти не исключают, что бизнесмена пытаются оговорить. Это же может быть такое, значит, не то, что ферма это выбросена. Вот население, тоже население, вы сами знаете, как выбросили. Сейчас же... Вы имеете в виду, это может быть провокация со стороны населения, они сами там принесли? Это может и провокация быть. Поэтому вот эти тщательные проверки, сколько раз мы обращались, проверяли, пока подобного, конечно, не было выявлено. Тем временем жители деревни Кундашлы продолжают находить в округе кости и внутренности парнокопытных. Попадаются даже скелеты с бирками профучета. Убирать территорию ни бизнесмен, ни местные власти пока не торопятся. А это значит, несанкционированный скотомогильник останется здесь как напоминание о некогда крупном совхозе. Радмир Азнабаев, Шамиль Каримов и Роман Мукуфа. Новости. Балтачевский район.